Добрый день, дорогой зритель! Мы вновь приветствуем вас в нашей студии проекта «Память поколений». И сегодня мы будем вести разговор об самом, наверное, красивом танце ансамбля «Саяны». Называется он «Церемониальный танец феодальной знати XVI века». В нашей студии гости, наши любимые почетные гости, художник-модельер Маргарита Баировна Оржак, ветеран ансамбля «Саяны», заслуженный артист Тувинской ССР, отличник культуры Российской Федерации Светлана Салчаковна Сурын и заслуженный деятель Республики Тыва, лауреат Государственной премии Республики Тыва, балетмейстер-постановщик Вячеслав Октябрьевич Дангак. Добрый день! Вячеслав Октябрьевич, все-таки первый вопрос. Почему тема знати? Да, почему все-таки XVI век? Откуда и как эта идея появилась? Я вот считаю, что если по истории взять, это именно XVI век, это именно расцвет уренхайской культуры. И я вот почему-то, ну, конечно, в книгах, истории там не написано, там, что это знать была, там какие-то, например, как других народностей, там же есть у них свои ханы, которые имена уже знают, там жен уже знают, а у нас как бы в сказках и легендах просто пишут, что хан, ханша, или там, ну, типа этого, и имен мы просто не знали. И, естественно, вот и родилась такая идея вот это, воплотить в этом, знать их именно вот в танце. И, естественно, это все было танцы, это движение, это все выдумано. И музыка, это все тоже моя фантазия, как художника. И вот как идея пришла, мы начали его делать и начали делать. Это очень долгий был процесс. Именно мы не знали, именно какая музыка в это время звучала. И пришлось нам на ходу музыку сначала искать. Искать в том отношении, ребята должны были играть торжественную какую-то музыку, и мы его уже к хореографии привязывали просто все. В то время все артисты были очень творческие, мы искали, мы по вечерам, допоздна спорили, как этот танец поставить, и потом мы, музыкальные руководители, давали, чтобы он аранжировал, естественно, поэтому. И вот так он родился, вот этот красивый танец, именно он нес именно дух того времени, и мы все гордились, что мы уренхайцы, и вот так вот родился этот танец. Я, наверное, вам скажу спасибо за этот танец, потому что от всех многих зрителей, потому что действительно вот мне сейчас такое ощущение, что вам понравился тот период, да, он был красив, и захотелось прям величавость и красоту этой эпохи передать через вот этот танец. И причем в то время, когда танец уже родился, мы уже зрители показывали, ну, тогда в то время у нас очень сложный был художественный совет, и Министерство культуры принимали этот танец. Конечно, меня критиковали. И вот я доказывал, что именно этот танец именно вот несет просто дух того периода. И, по-моему, меня тогда хорошо очень спас тогда директор филармонии тогда. Помог убедить. Да, помог убедить Сергей Николаевич. И он как бы спас. Тогда был даже время, тогда даже не хотели принимать этот танец. Ну да, понятно, Да. те годы. И причем тогда был художественный совет и из театра, все деятели культуры смотрели все наши программы, но они смотрели очень тщательно, прямо с музыкальной стороны, стороны костюмов, все полностью. Вот, очень сложно это был тот период. Это, с одной стороны, это было хорошо. Мы сначала должны были это именно показывать ветеранам ансамбля сначала. Это такой, как бы, была традиция такая, да, а потом мы сдавали художественный совет. И поэтому, когда они добро давали ветераны ансамбля «Саяны»,
И как бы тогда мы успокаивались, а потом мы спокойно уже сдавали уже художественному совету. Может быть, даже важнее было получить одобрение Да, ветеранов, одобрение да? ветеранов, Мгм. потому что в тот период именно их, не именно, вот как бы одобрение было очень... Я всегда волновался, вот именно вот когда была сдача перед ветеранами. Вот это очень сложный период был. И тогда, конечно, Надежда Юша, это было, она, работала тогда в театре, вот она очень нам помогала именно, привозила новые материалы. И вот сейчас этот костюм, который вот, это впервые мы такой вот, эту накидку вот верхнюю, да, вот она привезла тогда, по-моему, с Эмиратов, что ли, что такое. А мы таких костюмов, ну, такие материалы красивых мы не Тогда не видели. Да, было. не было. Тяжелые Это был, 90-е годы, да, да. и причем она, мы там полностью восхищались, что такая ткань красивая, все. И, по-моему, очень долго вот мы носили этот костюм. И, естественно, мы обращались к вот этим нашим художникам, именно советовались там, как нужно шить и какой крой именно. Крой именно вот тогда, помню хорошо, Маргарита у нас, она именно что должно быть вот чудо. Ластовица. Да, ластовицы, вот я впервые, вот я хорошо помню, вот она нам подсказывала, что ластовицы, ну что рука Да. поднимается, и тогда можно как бы костюм не будет подниматься. И вот тот же китаец хорошо помню, вот это марпадак, вот так, такие вот эти Тоже вязаные. материалы, которые необычные такие. Вроде бы издалека казалось, что это шкура, Шкурка, а да, самом да. деле это не шкура, это тоже вязаные. Вот именно такие впервые вот появились такие костюмы, Новые которые уже технологии, да. такие технологии полностью. Слава Октябрьевич, Надежда Сергеевна Уша принесла несколько вам эскизов к этому танцу? Или сразу она вот принесла один, и он Нет, как бы Уриан Хайский она сразу сразу принесла, нарисовала, принесла, и причем она сразу же, как мы ничего не стали, естественно, там то, что вот она нарисовала, мы не смогли сшить, потому что это было тогда дорого, но только вверх только сшила и шапки нашила. Но мне кажется, вот в этом костюме самый главный акцент делает характер костюма, вот это головной убор. Мгм, мгм. Вот головной убор кто придумал? Ну, головной убор тоже вот я придумал, то, что вот ту эпоху, и как раз монголы нас носили, и и мы как бы тоже соседи монголами, и мы вот этот костюм, мы как бы тоже привнесли, в туинский костюм, Вадай называется эта шапка. И причем эта шапка, она очень интересная в том же отношении, потому что воинственный народ мы были, да, и причем почему высокий вот верх, это считалось, это как бы, тогда же очень много воевали оренхайцы, и вот они должны быть через небо, они должны были общаться с своими мужьями, которые ушли на войну, и которые вот такой прям... Глубокий И смысл. да, поэтому если высоко, и они даже у них были вверх, она открывалась. Вот открывается, они как бы общались с ними. Своего рода Да, антенна. да. Говорите, связь. И мы источники музея нашли вот этого шапки. Там основа, по-моему, до сих пор есть. Она такая деревянная есть. И мы тогда вот восхищались именно этой шапкой. И полностью собрать костюм сложно были, потому что эти обувь тоже специально была, чтобы она кожаные у нас, они тяжелые были, да, бытовые костюмы. Вот Собчак придумала именно обувь из войлока сшита. У Славы Октябрьевича на столе было очень много исторических книг. Они все там читали, изучали там туда-сюда. Они вот заговорили с одной вот такой интересной идеей, и они придумали вот такой красивый танец. Особенно за границей, когда объявляешь аристократический танец там 16 века. После концерта подходят и говорят, какие были у вас красивые аристократы. Этот танец, он ушел как всегда был первым номером или последним номером, визитной карточкой.
Вот эту шапку, да, вот эту шапку. Это было время, когда вообще ничего не было. Вот эту шапку шил дома Слава Октябрьевич сам. Тогда же не было вот таких клеев, там вот этот бархат несчастный, где он нашел, я не знаю. Шапку шил он. Вот этот костюм, да, и он мне сказал, как хотите, Солчаковна, чтобы были тувинские сапоги, да. А что делать? Тогда же кожи не было, тканей вообще не было. Куда-то обращаться. Мы начали ходить по сапожным мастерским и начали просить, пошлите нам вот такую обувь. Где-то вот есть у Шаном эскиз по эскизу той. Они говорят, нет, мы тувинскую обувь никогда не шили, не знаем, как это будет выглядеть. И потом материалы, эти материалы нет. И мы нашли вот этот эскиз и решили вот отсюда делать пример Халдаран. Шить вот по этому эскизу, потому что даже таких эскизов не было. Тогда же на цену тувинскую обувь вообще никто не носил, и никого в уме не было этого носить. Потом один раз вечером сидим, и мы уже знали, из чего шить. И я тогда жила с старшей дочерью, зятю вместе. И вот этот зять мне говорит, давайте я попробую пошью вот такую обувь. Мы сначала удивились такие, пауза такая, откуда? Он работал в милиции в ГАИ. Давайте я попробую, я пошью. Ну ладно, поговорили, потом из чего шить? Долго думали, потом один раз Талгат Савич, а у меня на полу лежал палац войлочный, чтобы детям ни бочком, ни холодно было бегать. Он то так пошупал и говорит, мне кажется, из этого можно сапоги шить. Из паласа. Ну, все, конечно, упали на пол, сразу начали шупать этот войлок, начали прикладывать, этот шаблон сделали, начали. И я хочу сейчас показать. Вот они, эти сапоги. Это из вашего... Вот С смотрите. паласа, который. Вот Из этот паласа? войлок лежал у нас на полу. И прямо из этого войлока, потому что мы посмотрели, действительно, оно может стоять, да. Форму держать, да. Мы начали сразу, эскиз мы сделали, и сразу начали прямо там же на полу кроить. Размеры же разные, у кого-то 39-й, у кого 35-й. Вот так по частям, прямо вот так он покроил. Я даже не знаю, сейчас я уже не помню, как он вот это. Это не сапожник, это просто вот парень взял и вот так он пошил из войлока. Потом надо было 12 пар, да? Да. 6 женских, 6 мужских. У нас на 2 обуви не хватило войлока. Весь палас ушел, и не хватило на 2. На 2 пары не хватило. Мы говорим, Заяна, давайте, у кого есть дома такой войлок, тащите. И кто-то из девчонок притащил войлок такой большой. Но он был темнее, темного цвета, если бы посмотреть, эти светлее, эти темнее. Вот так мы пошили вот эти сапоги. Но они вообще с этим костюмом смотрелись Да, вообще очень, нормально, да. красиво. И вот как мы начали вот эти сапоги носить, потом только горловики начали такие сапоги носить, уже монгольские. На сцену вот эти сапоги тоже мы начали первые носить вот такие сапоги. Вот. Но я хотела бы сказать о Вячеславе Октябрьевиче, потому что у меня в жизни было 2 худрука. Первый от Лесников, да, который был очень талантливый человек во всем. Его было очень много. Он был во всем. Музыке, в костюмах, инструментах, везде. Где бы он... Мы должны были его слушать. И вот в Славе Октябрьевиче тоже было. Рита знает. Мы все слушались только его. Какую ткань, какую шапку, какой орнамент, какую пуговицу, все. Вот за эти 10 лет, которые он отработал художником, это вот
этих двух художественных руководителей. Огромная заслуга в том, что вот мы сейчас имеем вот этот архив, да. Если бы вот не их работа, не их это, мы бы, откуда бы мы все это вот могли бы взять? Очень плодотворная была работа Да. и очень результативная. Вячеслав Октябрьевич, вы же первый балетмейстер, который в истории ансамбля «Саяны» поставили целиком, полностью программу. До этого «Саяны» выезжали в Ленинград, либо там мастерская, там ставили разные люди, либо кого-то приглашали. Вот тогда немножечко, может быть, об этой первой постановке полностью программы. Расскажите, пожалуйста. Тогда был очень большой интерес именно к истории Тувы. И поэтому все танцы связаны, они с чем-нибудь обязательно. Там, если там, например, чаданская плясовая, вот как тувинцы впервые, вот именно русский танец, они подражали плясовой, они как бы так танцевали, да. И вот начиная с Сурянхайского и заканчивая тот, которые вот именно историческими моментами Тувы, и вот это то, что всегда они были связаны. А для меня, как творческого человека, было очень интересно, потому что в тот период ансамбль был в очень таком подъеме, хоть было нам трудно, да, артисты не получали зарплаты, мы не могли... Месяцами не Да. получали, по полгода. И мы не могли там найти ткань для этих новых номеров. Это было очень сложно. Но, тем не менее, мы творчески работали. Я считаю, это самый золотой период ансамбля «Саяна» в тот период, потому что и наша задача была социальная, чтобы как бы этот ансамбль не испарился куда-нибудь, не ушли все. Ну, пытались там некоторые артисты уйти там, потому что там по 6 месяцев не получали зарплату. Но мы, тем не менее, мы сохранили ансамбль. Слава Октябрьевич уже платить нечем. Он же сам начал рисовать эскизы. Вот. И видите, например, мы... вот люди, которые, творческие люди, заинтересованные, они помогали нам, очень помогали. Все приходили, помогали. Платить было нечем. Мы и потом им платили, и кому-то не платили. Именно вот это мы работали по принципу голь на воду крещетра. Да. Вот так и работали, что находили. Что кто-то помогал. Акпаш, Юра нам очень помогал. Вообще, конечно, спасибо, что вот эти творческие люди в то время были хорошие силы собраны. Поэтому, может быть, вот эти наши танцы и сохранились до сих пор. Поэтому они прошли вообще очень большую критику всегда, потому что наши даже Таргаларам, наверное, это в голову не приходило, да, критику проходили. Поэтому они вот после тщательной вот таких обсуждений получили хорошие номера. Хорошая критика же тоже очень помогает. Ну, зачастую все новое иногда воспринимается, непонятное, но иногда воспринимаются в штыки, иногда критика бывает. Но я думаю, всегда время показывает, да, что остается, что уходит.
Ну, а позвольте теперь, Маргарита Баировна, вам задать вопрос. Я знаю, что вы много сотрудничали с коллективами Тувинской государственной филармонии, в том числе с ансамблем «Саяны». Когда началось это сотрудничество, с чего? И вот ваши впечатления сейчас, воспоминания об этом периоде? Да, очень хорошее время для меня в то время, как сказать, вот первый раз знакомство меня привела в ансамбль «Саяны» Надежда Юша. Она у нас была в сфере бытового обслуживания, ну, ведущий художник-модельер. Она возглавляла экспериментальный цех, в ателье «Чечек», который сейчас в этом здании сейчас находится Росбанк. Вот. И она в общем, была очень... Для меня она была авторитет, потому что, во-первых, она была первый художник-модельер, которая в Туве. Вот. Потом, и когда она как профессионал, она видела, что хорошо, что плохо, то есть по одежде. И когда она создавала матпадак, эскиз у нее по танцу, вот вместе с Вячеславом Октябричем, и она увидела мою дипломную работу. Я на 5 лет позже ее закончила. И на мне была такой воротник интересный с ангоркой, с такими длинными локонами. Она увидела сразу, она, как профессионал, сразу говорит: о, хорошо, говорит, это у тебя интересная такая накидка, говорит, нам надо это. Мне, говорит, подходит для эскиза на танец. Она показала этот эскиз и говорит, смысл вот этой накидки, надо ее сделать, не то что шкура, да, там, это самое, которое тяжело танцевать, это надо было создать легкое что-то. Ну вот я тут передо мной. И вот потом ее предложение было, что... Ну, я, конечно, сразу загорелась, потому что мне было интересно, это была моя дипломная работа. Вот. И вот создалась такая накидка. Вязаная, да. И она была тогда как-то настолько, как сказать, творчество у меня, видимо, распирало все это, как сказать, и по форме шкурки связала вот эти, как сказать, кропотливо. И это сейчас посмотрю, думаю, как я это еще делала. Да, там же каждое надо... Да, это надо было... Я еще в домашних условиях, у меня, слава богу, была вязальная машинка японская, и у меня вот тут стояла, значит, шерсть ангорская, прям, это наша тоже не мытая. Мне приходилось каждый локон вытаскивать, вязать на машинке вот обычной ниткой и тут же вплетать. Вот. И это продолжалось, вот сколько там их было, 8 мальчиков, 8 девочек. Вот. Ну, я считаю, это удачная получилась, как сказать, работа, потому что это уже, наверное, года 32 года назад это, я так считаю, что она по времени. До примерно. сих пор все, как говорится. Примерно. Еще актуально, да. И актуально и красиво. Надя тогда первый раз меня и познакомила с Вячеславом Октябричем. Она говорит, давай пойдем в филармонию, там Вячеславом Октябричем я тебя познакомлю. Ну вот, прихожу, вот как раз и пошло наше вот сотрудничество. И по сей день вот у нас в течение сколько лет с ансамблем «Саяны», я тоже не расстаюсь. В общем, мы так вот. Этот костюм связан с тем, что я вот создала среди самых первых предпринимателей свое предприятие, не предприятие, а мастерскую. И тогда мне государство, то есть выделен был грант от правительства, тогда был президентом Оржик Шериголда Зажикович, и были выделены деньги. Я купила вязальную машину швейцарского производства, на автомат такая машинка. И вот это все первая работа на этой машинке. Вот, у него такая интересная история. Вот. Иначе бы вот этого полотна не было. Да. Потому что его надо было воплотить, сделать, связать, а потом уже сшить. А вот сейчас смотрю, такие ткани, Монголии, там, Китае, вот эти ткани есть. Сейчас действительно можно любую ткань купить. Вот, и, наверное, современной молодежи, наверное, сложно представить те 90-е, когда не то, что ткани, продуктов, питания, вообще полки пустые, а вот в этой ситуации нужно было красоту эту все-таки как-то придумывать, делать. И вот с приходом Маргариты Баировны впервые, трикотажный первый трикотаж появился. Вот, вроде бы
казалось, что это не сценический, да, вот такой материал, а на самом деле он, оказывается, очень хорошо себя на сцене зарекомендовал. А когда она принесла первые вот пробные вот эти костюмы, я вообще удивился, как вязаные, что ли, как. Вот впервые тогда вот на сцену Вообще, ходили. знаете, правильно говорят, что людей помнят по их делам. Делам, да. И вот смотрите, вот Надя эскизы нарисовала, и вот человека уже нет, а по эскизам мы еще долго можем работать. Да, очень красивые эскизы. Вот эти вот эскизы тоже, да, и там мы видим, что они утверждены были советом. Тогда же целиком. эскизы тоже принимали очень строго. Смотрите, вот в любом костюме директор или министр ставит печать и подписывается. Утверждали, да. Утверждает. Ни один неутвержденный костюм на сцену мы не имели права Не пускать. начинали даже Поэтому, шить. может быть, И потом с нас требовали именно правильно сшито, по эскизу сшито или как? Вот, должны Даже были так, там- да, вот Да. что... Ну, эскиз не сразу, что же. Вот, например, Тожинский несколько раз разбирали. Да. Сначала так. Вячеслав Октябрьевич пока не утвердил, не стали Там дальше. по цвету там все полностью мы там спорили много. Да. Потом родился этот костюм. В нашей студии к Вячеславу Октябрьевичу присоединились артисты балета, ветераны ансамбля «Саяны», заслуженные артисты Республики Тыва Татьяна Андар и Чечена Суатпит. До этого мы поговорили о том, как создавались костюмы, об идее танца. А сейчас расскажите, пожалуйста, как шел постановочный период, сама постановка именно с артистами балета. Танец рождается именно в зале. Некоторые балетмейстеры, они где-то движение учат там, себя где-то пропустит и потом начинает ставить. Да, у меня я сходу вот в зале прямо там сочиняю, потому что для меня про музыку говорили, потому что очень долго именно подходили к музыке. Я шел за музыкой, потом тогда танец рождался, да. И поэтому очень было сложно для артистов, потому что я на ходу сочинял, и вот они должны были подхватывать. Я хорошо помню, Таня, она должна, вот я первый раз показал, я у нее спрашиваю, когда первый раз, как запомнила, вот мы там тогда начинаем ругаться. Почему первый раз не запомнила? Я хорошо, значит, показала, ты забыла. И, конечно, им было очень сложно репетиторам, потому что они должны были хватать на ходу, чтобы вот первый раз, когда я показываю, чтобы они должны знать, и потом уже передавать для артистов. И уже, когда первые 16 тактов поставил, я уходил, и они должны были доделывать этот танец. И фактически в тот период это репетитор, человек, который это... Можно сказать, это второй был балетмейстер, который вот, они уже дальше мою мысль доводили, и именно характер, именно вот почерк танца они вот именно рождали. И они объясняли артистам именно, как нужно сделать, чтобы они еще должны были музыкально разбираться, потому что там сколько там тактов сделали, и как дальше, и причем сложности в этом было... для артистов именно как репетиторы они передавали именно, чтобы дух этого танца было. И, конечно, было сложно, потому что
вот тогда Чечена вот тогда только выпустилась, приехала. Это балерина с профессиональным образованием, 8 лет училась и должна была полусогнутых ногах танцевать этот ориентальский танец и нести вот этот характер этого танца. Сложно, конечно, было. Вот каково это было ловить движения основные балетмейстера-постановщика, запоминать, развивать, еще передавать? Я думаю, что когда со стороны смотришь на танец, кажется, что ну что там, ну все просто. Ну вот походили, там нету действительно таких темповых моментов, нету, да. Абсолютно другая тоже, опять-таки, повторяюсь, так же, как мы в ЦАМе говорили, конечно, для нас это было очень непривычно. Это первый раз. Во-вторых, действительно, Вячеслав Октябрьевич приходил и начинал там музыкально тоже сопровождение, несмотря на то, что они уже до этого, допустим, какие-то кусочки уже выбрали, тем не менее это все происходило вот прямо там в зале. То есть игралась музыка, и на эту музыку он сначала один начинал что-то сочинять, потом нужно было все время держать ухо востро, потому что нужно было смотреть. Действительно, он мог иногда спросить, а как я до этого сделал вот движение? И нужно было постараться запомнить и показать. И творческий процесс, он же вот это такой вот... Нельзя так прийти вот и как... Вот сказать, я сегодня сделаю, там, не знаю, вот там 32 такта насочиняю. Иногда бывает так, придешь и да, и такой кусок поставится, а иногда бывает, что нужно, наоборот, вот, ну какие-то, не знаю, там, не получается что-то. Вот. И, ну, мы очень с большим интересом это все взяли. Потому что, конечно, несмотря вот на то, что я говорю, не на кажущуюся такую простоту движений, достаточно было сложно танцевать. Потому что, во-первых, это нужно было себя нести. И все время примерно в одном и том же, там нету ни скачков, никаких там каких-то моментов, как бывает, вот обычно, допустим, если танец ставится, там где-то быстрый момент, там женский кусок, мужской кусок. Здесь все это было, но примерно на одном уровне. Это нужно себя было, во-первых, прочувствовать это и показать всю вот эту вот, ну, аристократизм. Да. Танец-то аристократический. То есть цель танца надо было довести до зрителя, показать эту стать, гордость, да? Вот да, и вот я хочу сказать, что обычно вот на каких-то, допустим, поездках, фестивалях обычно требовались там танцы такие энергичные, темповые, все такое. Но у нас, кстати, вот ориентальский танец, он тоже стал такой своеобразной визитной карточкой. Без него не обходилось, и очень часто именно требовали именно от ориентальский танец. Получается, по сей день я его знаю детально до кончиков пальцев. Все движения, музыкальное, я все. Это вот очень много зависит от репетитора. Ну, балетмейстер тут само собой, и вот как научили все. Это мой любимый танец ориентальский. Как вы себя ломали? Нет, я на ориентальском себя особо не ломала, я ломала себя на дембелдее. Когда его поставили, я почти заплакала. Я говорю, не может быть. А в концу, уже ближе к пенсии, это был мой тоже любимый танец. Потому что, ну, это уже все, это уже впиталось с кровью, с потом, наверное. И бывало у нас один танец ставили, я тут вспомнила, тоже в процессе. Процесс шел, я не помню уже какой год, программу какую-то делали, где была дре плясовая. Это то ли 98-й год, то ли, ну, кажется, 98-й, если не ошибаюсь. И я не должна была стоять, просто стояли другие девочки, но у нас одна опоздала на постановочную, ну и все в панике, Вячеслав Октябрьевич уже идет, все, по коридору идет, шаги, все, иди быстрее, вставай вместо Яны. Я прибежала и встала. И все, и процесс начался. Все, он начал ставить, и все. Увидев меня, у него проснулась муза, он побежал, говорит, приведите мне Кежикты Гадемирова, и все. И вот эту связку сделали, как он выходит и танцует со мной. Вот так у нас вот, ну, получается, во время репетиции, да, во время постановочной, вот так вот все на ходу меняется. Как бы, ну, много. Я считаю, что почти все программы, которые были у Вячеслава Октябрьевича, я их все и застала.
Но первую программу, получается, застала Таня. Ну, я пришла сразу, как ее поставили. Я, получается, сразу вошла в эту программу. У нас тогда просто было очень мало артистов. То есть если сейчас можно в 2 состава поделить, да, то тогда нас было 9, и нельзя было заболеть. То есть больничные вызывались, и мы выходили на сцену. То есть тут не болеть. Замены не было. Замены не было. Даже в декрет уходили по очереди. По 2 нельзя было. С разрешения. С разрешения, да. Руководства. Это очень интересно. Костюмы первые, вот про костюмы говорили, но они сказали, мы же танцевали. Те, кто шили, они не понимают, каково это стоять в этих шапках. Там же они когда... Это сейчас стали на основу фетр, да? А тогда, извините, просто проволоки были внутри. И они вот так сдавливали все. Я не знаю, но мы когда снимали, это вообще это было нечто. А бывало порой, мы же представляли республику этим танцем, открывали какие-то в Москве большие концерты, да? И мы стояли 40 минут в этих шапках. Мы уже сознание теряли. Да, А про это Красную действительно площадь, было... Красную площадь расскажите тоже Это подробно. было... Сейчас вот про то, что Чечена говорит, это было дни декады тувинского искусства в Москве. Танец заканчивался, там есть свой поклон. И все это в одной церемония. манере, да, все это в одной манере, все это, да, целая церемония, действительно. Вот. И мы должны были, по идее, это уйти за кулисы. Но тут вдруг, значит, там приглашали гостей, а нам уже нужно было оставаться теперь, мы уже не могли нельзя стоять. было Да. И мы идти, да. стояли, вот мы стояли, и вот реально мы почти что просто падаешь в обморок, уже и тошнота, и все, и мушки летают, потому что вот эта вот шапка, она, конечно, Сдавливаемая. ну, это было, да, это так было очень... Искусство требовало жертв. Да. Ну да. Красоту надо было нести. Танец зрителями воспринимался всегда очень-очень хорошо, очень положительно. Но для меня, например, вот как если действительно вот один момент, одно выступление, если выделить, то вот именно в Уренхайском я бы выделила это уже начало 2000-х годов. Мы очень долго не выезжали, было очень сложно выехать. И вот мы выехали в Москву, и у нас был концерт в зале Чайковского. И вот мы открывали концерт, потому что уренхайский танец, это танец такой, это первый танец, который открывал программу. И мы вот, когда выходили, вышли, ну, поскольку это Москва, и там, конечно, было тувинское землячество, сидели. Ну, и был очень хороший прием. Просто вот мне вот из всего, ну, я даже не беру сейчас даже наши заграничные гастроли, вот именно уренхайский танец, вот я бы этот отметила. Но жалко, что вот как бы наша программа не все танцы берут, потому что очень много танцев из разных программ, они тоже считаются, я считаю, что они тоже входят в золотой фонд, который поставил Вячеслав Октябрьевич. Вот будем надеяться, что когда-нибудь мы также про них поговорим. Мы всегда учимся именно багажом ансамбля, что раньше было, потому что должны обязательно восстанавливать, делать, потому что мы не так много нас тувинцев и не так много балетмейстеров у нас, и, конечно, должны нас от нашего наследия должны учиться. И вот эти танцы, они должны всегда быть в репертуаре, и всегда они должны как бы изучать. Как мы раньше изучали, тогда же не было всякие видеокамеры, поэтому вот такой Это же тоже история, да? Причем интересная история. А мы все уже знали об истории звенящности, как раньше было. И всех артистов в лицо знали, и поэтому очень важно то, что вот сейчас молодежи мы это не прививаем, не оставляем, это очень печально, конечно. Тем более в традициях нашего тувинского народа заложено, что мы должны с уважением относиться просто к старшему поколению, к старшим по возрасту людям, тем более с уважением надо относиться к
нашей истории, какой бы она ни была. Нравится она нам, не нравится. Мы должны ее все равно воспринимать, понимать и уважать. Я хочу поблагодарить именно Светлану Солчакину, чтобы нас собрала и сейчас снимать такой как бы исторический момент, такой документальный фильм о истории ансамбля Саяны. Это очень важно. Это очень важно, да. Да. Действительно. Спасибо вам большое за встречу, за беседу. Всего доброго. Спасибо вам тоже, дорогие зрители, за внимание к истории.